Здравствуйте. Первый вопрос. Звериный стиль «Золотой человек». Звериный стиль– это древний художественный стиль Саков, в котором все украшения и предметы делились в виде животных, оленей, барсов, птиц, волков. Животные изображаются в движении, бег, прыжок, борьба. Этот стиль символизировал силу, защиту и связь с духами природы. Золотой человек. Золотой человек– это древний сакский воин, найденный археологами в кругине Исык. Его называли золотым, потому что его одежда была украшена тысячами золотых пластин, выполненных в зверином стиле. Он жил примерно в 5-4 веках до нашей эры. Считается символом власти, силы и культуры саков. Сегодня золотой человек – один из главных символов Казахстана. Второй вопрос. Государство Хану. Государство Хану – это древнее кочевое объединение племен, созданное в Центральной Азии в 3 века до нашей эры. Хуну были сильными властниками и воинами, из-за которых Китай достроил Великую Китайскую стену. Во главе государства стоял правитель Шанью, а страна делится на правое и левое крыло. При правителе Моде Хуну стали самым мощным государством региона. Со временем они ослабли из-за войн и распались, а часть племен ушла на запад и стала известна как гунны. Третий вопрос. Образование тюркского каганата. Тюркский каганат был образован в 552 году. Его создали племена тюркского под руководством Бумын-Каган, который поднял восстание против жужжаней и победил их. После этой победы тюрки объединили степень племена Центральной Азии и создали сильное государство. Каганат быстро усилился благодаря кочевому войску, торговле по шелковому пути и удачной политике столицей части ставки каганов в Центральной Монголии. Четвертый вопрос. Памятники деревни. Тюркская письменность. Памятники древней письменности – это каменные стели и надписи 8 века, созданные тюркскими племенами. Самые известные находятся в Рольне, Орхон и Монголии. К важнейшим памятникам относится надпись Культегина, Билге Кагана и Тюнюкука. Они рассказывают о жизни тюрков из-за их войнах, правителях и законах. Эти памятники написаны тюркским ручным письмом и являются первым письменным источником истории тюрков. Пятый вопрос.
Великий Шелковый путь. Великий Шелковый путь – это древний торговый маршрут, который соединяет Китай, Индию, Среднюю Азию, Казахстан, Персию и Европу. По этому пути караваны перевозили шелк, золото, специи, оружие, украшения и знания. Через территорию Казахстана проходила важные ветви пути, что способствовало развитию городов, ремесел и культуры. Шелковый путь стал мостом, который объединяет разные народы, традиции, религии. Шестой вопрос. Города и городская культура Казахстана в 6-12 веках. Город – это крупное поселение, где люди живут, работают и занимаются торговлей и ремеслом. В городах появляются рынки, мастерские, школы, храмы и административные здания. Городская культура – это образ жизни людей в городе, их традициях, архитектура, ремесла, образование и взаимодействие между различными группами наследия. Развитие города способствует росту торговли, науки, искусства и распространению идей. Шестой вопрос.